Президентом Российской Федерации был инициирован и реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги» с 2019 года. Транспортная доступность Якутии – одна из жизненно важных задач. Этот национальный проект является одной из ключевых дорожной отрасли. План на 2023 год объемный. По плану в Якутии должны ввести около 278 километров новых дорог. На это из федерального бюджета было выделено свыше 8 миллиардов рублей. У нас поставлена национальная цель. В 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85%. И важно, что эти работы сейчас идут с опережением графика. В сравнении с советскими годами за последние 5 лет объемы выполненных работ по дорожному строительству рекордные. Построено более 2500 километров дорог. Возведено и реконструировано 49 мостовых переходов на арктических, республиканских и муниципальных дорогах. Только за последний год отремонтировано и построено более 400 километров дорог. По словам главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева, в ближайшие 5 лет предстоит выполнить аналогичный объем работ, в том числе построив мост через реку Лену. Сейчас мы за эти годы, конечно, огромный объем работы провели по подготовительным мероприятиям, по переносу сетей, по подготовке земельных участков. То есть тоже не стояли на месте. И сейчас мы, в принципе, уже на той стадии, когда стройка может быть развернута и начаться в кратчайшие сроки. Поэтому сроки все обозначены, средства в федеральном бюджете уже появились. Якутия – самая крупная по территории и природно-ресурсному потенциалу субъект Российской Федерации. На совещании по развитию дальневосточных городов Владимир Путин дал поручение правительству Якутии по развитию транспортной доступности. Наличие и качество дорог – важнейшая часть отрасли экономики и социальной сферы, так как освоение месторождений начинается там, где есть возможность для доставки полезных ископаемых. Предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска. Мы давно об этом говорим. Также планируется реконструкция федеральной автодороги Колыма. Еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан. Он обеспечит круглогодичное движение по трассе Колыма. Особенности Якутии – суровый климат, вечная мерзлота, короткий сезон строительных работ для работников дорожного хозяйства создают сложности. Несмотря на это, все испытания удалось преодолеть и выполнить все необходимые объемы работ. Конечно же, на 22 тысячах, свыше 22 тысячах километрах дорог на огромной территории республики одномоментно невозможно отремонтировать все дороги, но вместе с тем по наиболее востребованным, с большей интенсивностью движения, наиболее сложным участкам, конечно, в первую очередь будем обращать внимание, приоритетное финансирование будем предусматривать. Самое ожидаемое событие – строительство моста через реку Лена. Мост через Лену соединит восточную и западную части Якутии, между которыми летом нет сухопутного сообщения. Кроме того, этот проект позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали северным морским путем. Круглогодичное наземное транспортное сообщение с выходом на федеральные трассы станет масштабным инфраструктурным проектом, не имеющим аналогов в мировом мостостроении. В таких суровых климатических условиях в зоне вечной мерзлоты таких мостов еще никто не строил. Долго ждем этого моста, потому что вы знаете, что якутяне очень часто ездят, можно сказать, на большую землю, поэтому, вот этот мост очень нужен для нас всех, потому что там практически все завязано с этим мостом. Если будет мост, то это будет очень здорово. Одним из крупных объектов в рамках национального проекта стал и мост через реку Менкюлю в Тампонском районе. Через нее осуществляется завоз продовольственной и промышленной продукции для обеспечения арктических районов республики, а также помогает снабжать объекты по добыче серебра и полезных ископаемых на месторождении Прогноз. Старый мост был признан аварийным еще в 2015 году и имел ограниченную грузоподъемность. На этой же дороге Яна введен мост через реку Тампарук. Он позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность село Тополиное и ускорить развитие экономики и промышленности республики. В следующем году планируется ввести еще 2 важных мостовых перехода через реки Ольчан, Улах и Куранах. Который сегодня построен, крайне важен для транспортной связности не только Тампонского района, но и других наших северных районов. Дальше идет и Верхоянский район, и Усьянский район, и, конечно, обеспечение транспортной доступности, транспортной связности огромных территорий, сотен тысяч квадратных километров, невозможно без строительства дорог, без строительства мостов. И вот благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
решением президента, правительства страны. Сейчас у регионов появилась возможность строить мосты. В Якутии это 48-й мост, введенный за последние 5 лет. Также завершено асфальтирование региональной дороги Якутск-Намцы на участке от Якутска до Сырдаха, которая сегодня соответствует всем параметрам дорог второй технической категории. Протяженность ремонтных работ 10 километров 80 метров. Контракт был заключен на 2 года, но приложив все усилия, работы завершили за 1 год. Технологический процесс шел так. Вот изначально мы предварительно фрезеровали существующее асфальтобетонное покрытие, после чего добавляли щебенно-песчаную смесь до проектных отметок. Все это перемешивалось с цементом, метод стабилизации грунта, так называемый, на толщину 21 сантиметр. И после чего было уложен 2 слоя асфальтобетонной смеси, нижний слой покрытия 7 сантиметров, верхний слой покрытия 5 сантиметров. Также обновлены все дорожные знаки, заменены 3 водопропускные трубы, нанесена разметка, обновлены сигнальные столбики, откосы укрепили щебенно-песчаной смесью. В Мирнинском районе завершен капитальный ремонт участка трассы А-331 Вилюй. Ранее участок имел переходный тип покрытия. В рамках проведенных работ специалисты привели в нормативное состояние участок протяженностью 10 километров с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, провели работы по обустройству трассы, установили 3 водопропускные трубы, 1388 погонных метров барьерного ограждения и 36 новых дорожных знаков. Обустроили стоянку на 7 грузовых машиномест. Также нанесли горизонтальную разметку. Проведенный капитальный ремонт позволил обеспечить безопасное и комфортное передвижение, увеличить пропускную способность участка и ликвидировать проблему запыленности на дороге. Участок капитального ремонта автодороги Вилюй составил 10 километров. Первый этап в 5 километров мы сдали осенью прошлого года. Сегодня мы открываем второй участок этой автодороги, еще 5 километров. Дорога выполнена с соблюдением всех норм и требований, всех ГОСТов. Также при строительстве этой автодороги было задействовано более 50 единиц разноплановой высокотехнологичной техники. Также в строительстве автодороги принимали участие более 100 человек в двухсменном режиме. На сегодняшний день мы открыли очередные 10 километров, тем самым увеличив протяженность асфальтобетонного покрытия до 20 километров, выполненная нашей компанией за последние 3 года. Предвестником повышения благосостояния жителей Хангаласского наслега стала торжественная церемония, посвященная прокладке асфальта на центральной улице. Асфальтирование дороги было достигнуто благодаря тому, что местная администрация уделила этой работе большое значение. В современном обустройстве центральной улицы села приняли участие Министерство транспорта республики, Хангаласский филиал «Автодор» и администрация района и села. В мероприятии активно участвовали дети и почетные жители села. Центральная улица похорошела до того, что она стала удобной не только для пешеходов, но и для автомобилей и сельхозтехники, для безопасного проезда которых дорога должна быть прямой и безопасной. Этот контракт был заключен в 2022 году. Он 3-годичный контракт. Мы досрочно, ровно на год, сдали полностью объект. Протяженность улицы Ленина составляет 3,5 километра. Но работы выполнены в срок и качественно. В комплексную стратегию Якутии входят новые дороги и мосты. Они позволят повысить уровень комфорта жизни населения в суровых климатических условиях. В Якутске вводится в эксплуатацию более 30 километров городских улиц, включая главную – проспект Ленина. Жители Якутии оценили качество построенных дорог и поделились своими мнениями. Очень радует, что у нас последние годы все-таки дороги делаются и очень активно ведутся работы. Я думаю, что все жители города надеются на улучшение качества жизни за счет этого. Город развивается, все хорошо. Как водитель я хочу сказать, что жизнь развивается, и наш город все красивее становится, все развивается, и требования ПДД все меняется на новое для блага людей. Поэтому строительство новых дорог, красивых, современных, это требование времени. И я поддерживаю вот эту инициативу и вот это направление. Дорога должна быть лучше,
и для людей, и для транспорта, для безопасности. Также после ремонта дорожников в Якутске открылась улица Островского. На участке от перекрестка с улицы Орджоникидзе до перекрестка с улицы Белинского длиной в более 250 метров были проведены работы по укладке тротуара, бордюрных камней, а также нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, проведено новое освещение. Эта улица не длинная, 250 метров, но она находится в очень густонаселенном районе, в центре города. И проведение работ на ней было связано с решением задач выноса инженерных сетей, обустройства ливневой канализации. И сегодня, по сути дела, мы очень густонаселенный микрорайон свяжем с улицей Орджоникидзе. В дальнейшем проведем работы по улице Белинского. По основной дороге все асфальтирование закончили, остались объекты, в целом по объектам работы по благоустройству. В этом году, благодаря поддержке правительства республики, мы вышли на показатель почти 30 километров дорог. На улице Островского была проведена замена ряда коммуникаций. Построили новые линии электроосвещения, проложили ливневую канализацию, которая будет соединяться в последующем с улицей Белинского, с уходом на улицу Октябрьская. Это сделано было для того, чтобы все-таки в будущем, вот как я ранее сказал, исключить просадки, так как там идет коллектор, центральный коллектор канализации квартальный. Ну и вот чтобы было потом был к нему доступ, чтобы дорожное полотно не имело, значит, в связи с его влиянием каких-то вот изменений. Добавили парковочные места, переуложили вот новую тротуарную плитку. Конечно, вот участок, который был вот здесь тоже вдоль улицы Орджоникидзе, тоже мы поменяли и асфальтовое покрытие, поменяли вот тротуарную часть, чтобы действительно вот пешеходам, людям, которые здесь, значит, проезжают и паркуются вот к торговому центру «Оптимист», и жилому дому, конечно, соответственно, было все удобно. Реализация нацпроекта в регионе уже дала положительный результат. Значительно снизились случаи дорожно-транспортных происшествий, усилилась ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повысились требования к уровню их профессиональной подготовки. Путем реализации нацпроекта планируют обеспечить соблюдение норм и правил в области безопасного дорожного движения, а также профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Основным показателем регионального проекта является снижение количества погибших в дорожно-транспортном происшествии с 4 человек на 100 тысяч человек.